знаете, что у нас сейчас идет кэшбэк финансирование. То есть, если они нам 10 студентов, а мы им 20 студентов, да, опять получить неравномерный обмен. Вот, поэтому в этом отношении, конечно, все эти модели, они очень интересны, но на сегодняшний день мы сможем, на самом деле, в полной мере использовать только индивидуальную образовательную траекторию. И сегодня мы ее используем, потому что у нас есть 4 договора заключенных, на самом деле реализуется только один. По магистерским программам филологии, и там есть у нас обмен, несколько человек к нам, мы несколько человек к нам. Вот. То есть другие институты как бы подписали, есть СФУ, вот, но не реализуются. Обмен преподавателями. Обмен преподавателями тоже пока не реализуется. Соответственно, с чем? Потому что студентами мы не обмениваемся, и преподавателями, соответственно, не обмениваемся. Не нужно путать гражданско-трудового характера, да, договор, что вот, например, у нас там читает господин доктор юридических наук Черкасов, да, своим магистрантом из Нижнего Новгорода, сидя у себя дома в лекции, да, это не значит, что это сетевая форма. Вот. Это не сетевая форма. Это другая модель, то есть это все-таки просто договорные отношения, что он здесь зарабатывает деньги. Это другое, это не интеграция образовательных программ. Не надо это путать. Ну, вы не видите в том, что пока сейчас вузы видят только проблемы. И проблемы... Вузы видят только проблемы, да, поэтому они не торопятся. И я объясню почему. Потому что методические рекомендации прямо сказали, что сетевая форма образовательных программ не является обязательной. Все. То есть поэтому, извините, не является обязательным, мы можем это не реализовать. Но если вы хотите быть инновационным вузом, если вы хотите повышать качество образования, то, пожалуйста, используйте эту форму. Спасибо. Спасибо. Следующее выступление, слово предоставляется Артемию Галуцкому. Он расскажет про интересный конструктор. Вы с ним знакомы на самом деле,